В этот день в Армении трудно остаться сухим. Многие залезают в фонтаны. Грех упустить такую возможность на 30-градусной жаре, когда полиция за это не штрафует. Тем, кто добровольно не погружается в фонтаны и водоемы, опасность грозит на каждом шагу. В понедельник в Армении отмечают древний языческий праздник Вардавар, посвященный богине плодородия Анаит. С давних времен сохранилась традиция обливать друг друга водой. Обладатели ведер и бутылок с водой не щадят никого, ни местных, ни туристов, но те с пониманием относятся к национальным обычаям. Алекс приехал на церемонию у храма Горны из Эстонии. Я в Армении уже второй раз. Мне этот праздник очень интересен. В Европе вы такого никогда не увидите, чтобы все просто поливали друг друга водой и при этом оставались дружелюбными, улыбались. Никто не злится и не пытается побить обидчика за испорченный гаджет. После принятия христианства в 301 году Вардавар стал совпадать с праздником Преображения Господня и следующим за ним днем поминовения усопших, когда люди навещают могилы родственников. На Вардавар также издавна было принято выпускать голубей, но церковь дала этим обычаям христианское толкование. Обе традиции стали связывать с ветхозаветными историями о потопе и голубе Ноя. В горном монастыре Гегард, часть храмов которого выдолблена в скале, народные гуляния. Этот день по всей стране объявлен нерабочим. Уже во вторник в Армении начнут пробовать первый урожай яблок. Как и в России, праздник Преображения Господня совпадает здесь с яблочным спасом. По традиции, яблоки, символ плодородия, можно было есть только после Вардавара, и тогда это приносило удачу.